Государство имамат, возникшее в первой половине XIX века на северо-восточном Кавказе, прежде всего благодаря деятельности имамов Гази Мухаммада, Гамзат-бека и особенно Шамиля и его сподвижников, оставило глубокий след в истории кавказской цивилизации. В защите религии и родного отечества рядом с великим имамом находились достойные личности, которым он доверял и возлагал надежды. Нет другого храбреца, как Ахбердил Мухаммад, и острее сабли, как его сабля – имам Шамиль. Ахбердил Мухаммад из аварского села Хунзах, один из самых верных и приближенных наибов имама Шамиля. Родился в 1803 году в семье Узденя Ахберди. В детстве получил прекрасное образование и к 10 годам знал весь Коран наизусть. Владел арабским, чеченским и кумыкским языками. Активную деятельность начал еще в период первого имама Дагестана Гази Мухаммада, участник битвы при Ахульго. С 1840 года выполнял функции мудира в Малой Чечне и вместе с тем считался первым заместителем имама Шамиля. Награжден несколькими высшими наградами. Помимо храбрости и военного таланта, был умен и умел располагать к себе. Благодаря такой дипломатии на вверенных ему территориях сумел объединить разрозненное население и образовать основу государственности имамат. Был официально объявлен преемником имама Шамиля. Предки Ахбердил Мухаммада были видными военачальниками в период Умахана Аварского. Его дед Газиясул Мухаммад был видным военачальником в аварском нуцальстве. Поэтому культ чести и доблести в воспитании был первостепенным в его семье. Среди сверстников Ахбердил Мухаммад выделялся старанием и упорством, был одаренным мальчиком, поэтому получил хорошее образование. Обучался в Хунзахе, Аракани, Гемрах, Черкее в Черкоте. Также учился у Лаченлава из Харикало и Саида Араканского. Некоторое время работал имамом в Батлухе. В юности Ахбердилав тесно общался и дружил с другими учеными из родного села – Хириясул Алибеком, Алимчул Хусейном, Хаджиясул Мухаммадом, которые с первых дней поддержали первого имама Гази Мухаммада, за кем спустя время последовал и сам Ахбердилав, будучи довольно молодым человеком в возрасте 25 лет. Блестящий ученый и отважный воин, он быстро стал доверенным человеком и близким другом имама Шамиля. В период имама Шамиля его можно было видеть на самых тяжелых участках. Летом 1837 года его отряды воевали против генерала Фези, освобождали захваченную Ашильту, оказывали помощь с тыла осажденным имаму Шамилю и Кебет Мухаммаду из Телетля. Вместе с военными действиями он участвует во всех государственных делах. К примеру, осенью 1837 года состоялась встреча имама Шамиля с генералом Клюге фон Клюгенау. В последующем эта историческая встреча была отражена на холсте известным русским художником Гагариным. На этих переговорах рядом с имамом присутствует и Ахбердилав. Эта встреча не дала результатов, и царское командование решило во что бы то ни стало покончить с имамом Шамилем. После тяжелого сражения при Аргвани имам начал укреплять Ахульго. В начале июня генерал Грабе подошел к садам селения Ашильта. Вместе с ним было около 4500 дагестанцев, воевавших на стороне царских сил. Имам Шамиль понимал, что долго обороняться без внешней поддержки будет тяжело, и организовать такую поддержку было поручено Ахбердил Мухаммаду и Сурхаю из Коло. 19 июня вместе с Галбац-Дибиром из Караты численностью около 1500 человек они появились на Ашильтинских высотах. 19 и 22 июня Ахбердилав делал попытки прорвать блокаду.
но против войск, многократно превышавших численность мюридов, атаки оказались безуспешными и были отбиты, после чего сам Ахбердилав с небольшой группой соратников пробрался на Ахульго к имаму. За короткий срок вместе с наибами Шуайбом, Джавадханом, Гаджи Мухаммадом, Суайбом, Аздемиром, Маашем и Ташав-Хаджи с начала 1840 года развернул большую работу по мобилизации и объединению народа на борьбу. Ахбердил Мухаммад действовал решительно и быстро, опережая царские войска, стремившиеся задавить население Чечни. Надо было до начала лета, когда боевые действия разворачивались в полную силу, успеть организовать людей. Вместе с чеченскими соратниками ему удается всего лишь за 3-4 месяца мобилизовать на сторону имама ауховцев, качкалыковцев, ингушей и почти всех равнинных чеченцев. Ахбердилав первый из горцев, кто создает пограничную службу и ведет охрану границ Малой Чечни. К апрелю мобильные отряды уже действовали, сдерживая царские силы, шедшие из Назрани и Владикавказа. В этих боевых походах следует отметить известную битву, состоявшуюся при реке Валерике 11 июля 1840 года под командованием Ахбердил Мухаммада. Тогда горцам, в числе которых были такие храбрые наибы, как Джавадхан, Думбай, Шуайб-Мулла и Ташав-Хаджи, удалось остановить дальнейшее продвижение войск вглубь Чечни. Отмечая храбрость горцев, генерал Голофеев писал в донесении генералу Граббе: «Должно отдать справедливость чеченцам. Они предприняли все, чтобы сделать наш успех сомнительным. Выбор места, которое они укрепляли завалами в продолжении 3 суток, неслыханный. Неслыханный дотоле сбор в Чечне, в котором были мечиковцы, жители Большой и Малой Чечни. Удивительное хладнокровие, с которым они подпустили нас к лесу на самый верный выстрел». В этой битве участвовал и известный русский писатель Михаил Юрьевич Лермонтов при чине поручика. В последующем он отразил это событие в своем стихотворении «Валерик», а также на этих 2 полотнах «Само сражение» и «Похороны убитых». Кстати говоря, после этой битвы Наиб остановил жестокий обычай войны, когда над телами убитых жестоко издевались. Далее Наиб приказывает выкрасть из лагеря противника священника, чтоб тот похоронил всех убитых по христианскому обычаю. Больше того, ночью же это происходит, больше того, и Абу-Батыр Мухаммад ему дает серебряный рубль и отправляет его назад. Его же на место привозят. О чем говорит факт? О том, что этот человек был великий интернационалист. Когда священник рассказал командованию о случившемся, то царским офицерам стало не по себе от того, что инициатива запретить этот обычай исходит не от них, а от так называемых «диких горцев», после чего Голофеев запретил подчиненным отрубать головы убитым. Этот момент показал, что имам Шамиль и его наибы не воевали с каким-либо народом, а лишь защищали религию и родной край от жестокой политики царизма. Такое отношение к людям, несмотря на их национальность и веру, в государстве имама Шамиля не было единственным. Из записок князя Илико Арбелиани, попавшего в плен к горцам при взятии Кумуха в 1842 году, известно, как Наиб подошел к пленным, пригласил их сесть и объявил, что имам Шамиль не затевает ничего дурного, а хочет получить за них находящегося в плену со времени Ахульго сына Джамалуддина. Подбодрил пленных, он каждому подарил по серебряной монете. Вот вам пример того, что из себя представляет настоящий воин и настоящий горец. В народе помнят еще и русского офицера Игоря Герасименко, пойманного в числе наемных убийц, подосланных к Наибу. Когда он добровольно признался о затеянном злодеянии, Ахбердилав отпустил его,
но он сказал, что ему нет обратной дороги, после чего он остался там среди других русских, перешедших на сторону имама, обучал солдат грамоте и построил в Гихи маленькую часовню. Впоследствии одному из своих сыновей он дал имя Ахбердилав. Период Кавказской войны полон не только историями о битвах и сражениях, но также красивыми историями благородства горцев, о которых, к сожалению, мы плохо знаем. Одна из таких историй случилась с Ахбердил Мухаммадом и его близким другом Наибом Шатоя, храбрецом Батуко. Однажды Ахбердил Мухаммад увидел одну девушку и начал расспрашивать о ней своего друга. Наиб Батуко отправил людей к родителям девушки и вскоре засватал за своего друга. Увозя невесту домой, Ахбердилав увидел слезы на ее глазах. Он спросил, почему она так горюет, на что девушка промолчала. Тогда настойчивый Ахбердилав мизинцем вытер слезу, катившуюся по щеке девушки, и получил от нее неожиданное признание. Оказалось, что она была засватана за его друга Батуко. Пораженный благородством своего друга, храбреца Батуко, Ахбердилав отрубает саблей палец, которым дотронулся до нее, и отправляет девушку обратно к своему другу. В яркой жизни этого Наиба можно найти много удивительных историй храбрости и смелости. Одна из них – поход на Моздок. Таких походов было много. На северо-западный Кавказ, в Кизляр, на защиту Салатавии и так далее. И во всех битвах Ахбердилав был на передовом краю. Хаджи Мурад не любил, когда кто-то превосходит его. Он поклялся, что завтра он раньше пойдет воевать врагом, противником. Значит, встал чуть не на рассвет. Это гораздо раньше, чем он выходил. А уже Ахбердилов воевал. Другой раз он с Ахбердилом смотрели за боем. Это в Казикумухе. И вдруг рядом взорвался снаряд. Хаджи Мурад присел, вздрогнул. А это ни один мускул не шевельнулся. Однажды, уже после войны, имама Шамиля спросили, кто же был самым мужественным из твоих воинов? Имам, не раздумывая, ответил: Ахбердил Мухаммад и Хириясул Алибек из Хунзаха. В чем же был их героизм? Спросили его. Имам ответил: когда ядра из ваших орудий попадали к нам, шипя и подпрыгивая, готовые вот-вот взорваться, они брали их голыми руками и кидали подальше от своих людей. Такие наибы, конечно же, не могли не беспокоить противника. Вскоре после начала активной деятельности Ахбердил Мухаммада царское командование всячески старалось избавиться от него. Из секретного предписания генерала Головина генералу Граббе. Нет сомнения, что через уничтожение этого предприимчивого сподвижника Шамиля мы избавились бы от одного из самых опаснейших его орудий, и успокоение Чечни было бы тогда делом гораздо менее затруднительным. 12 июня 1843 года в бою у селения Шатили в верховьях реки Аргун в ходе атаки храбрый наиб Ахбердил Мухаммад был ранен в спину. Ответным выстрелом он сумел застрелить нападавшего и отступил в горы. Выстрел был сделан сзади. Вот, сзади. Значит, предатель стрелял, купленный. Еще 6 дней Ахбердил Мухаммад боролся за жизнь. Естественно, Шамиль немедленно приехал, введено его, и по всему имамату лучшие врачи были брошены. Потому что это очень важный человек был, нужен был спасти. Но рана оказалась смертельной. И 18 июня 1843 года храбрый наиб скончался.
Он был похоронен в селении Гуш-Корт, нынешнего Шатоевского района Чечни. Смерть преемника стала настолько сильным ударом для имама Шамиля, что имам заболел и слег. И только через месяц смог оправиться от этой потери. Вот уже 160 лет народ чтит и помнит наиба имама Шамиля Ахбердил Мухаммада из Хунзаха. ربي العظيم محنتي فيه اللذاتي صلواتي للهوى الحرام مفوت حد كافتناتي فيستوني بي